Альбина Егоровна Егорова. Ирагун Болдар Хизепля, Чуваш Республикин Пушлая, депутациям Хакла Ханазем. Добрый день, уважаемые глава Чувашской Республики, депутаты, приглашенные. В соответствии со статьей 72 Конституции Чувашской Республики, глава Чувашской Республики обращается к Государственному Совету Чувашской Республики с посланием об основных направлениях деятельности государственной политики Чувашской Республики. Торжественное собрание, посвященное заслушиванию послания главы Чувашской Республики об основных направлениях государственной политики Чувашской Республики, объявляется открытым. Слово для оглашения Государственному Совету Чувашской Республики послания главы Чувашской Республики предоставляется главе Чувашской Республики Олегу Алексеевичу Николаеву. Хакла Чувашской Республики патшалық канажин депутатизем, панги бугова гильне ханазем, хакла Чувашен жернезем. Шүленги шируба палаштарны май, патшалық тада муниципалитет влажезен теп шүл, ерезене палатма или парзамар паян. Пирин прилеги ежемерен теп теллева, Чувашенре пурнаганзин пурнишайне юстерессе. Уважаемые депутаты Государственного Совета Чувашской Республики,
уважаемые приглашенные, дорогие жители Чувашии. В рамках ежегодного послания главы Чувашской Республики разрешите озвучить основные направления деятельности всех ветвей органов государственной и муниципальной власти. Главная цель нашей совместной работы – повышение благосостояния, уровня и качества жизни жителей Чувашии. Названные показатели являются главным итогом реализации широчайшего спектра задач социально-экономического развития Чувашской Республики. Основные индикаторы, которых мы с вами должны достичь, обозначены решениями президента страны Владимира Владимировича Путина. На их основе разработаны и реализуются национальные проекты. И мы с вами активно работаем над претворением их в жизнь на территории Чувашии. С целью синхронизации различных программ, обеспечения синергии запланированных в них мероприятий, в прошлом году мы широко обсудили и приняли программу развития республики на 5 лет. На ее основе разработали и утвердили законом Чувашской Республики стратегию развития республики до 2035 года. Можно сказать, что мы начинаем Новый год, имея на руках четкий план действий, разработанный при широчайшем участии народа. Халық верзень щиль гларать, теть в этой замаге. Если вздохнуть всем народом, ветер будет, гласит народная пословица. Она ярко передает дух строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, напоминая, наступивший год посвящен трудовому подвигу наших бабушек и дедушек. В то время в суровых условиях женщины и подростки смогли решить важнейшую государственную задачу. На силе воли и силе духа они решили и построили 380 километров оборонительных рубежей. Мы, являясь потомками этих отважных людей, тоже обладаем названными качествами, а значит, все нам под силу. Отчасти истину вышесказанных слов доказывают события прошедшего года, когда в нашу жизнь внезапно ворвалась пандемия, которая стала серьезным испытанием на прочность для всех жителей Чувашии и не только Чувашии. На передовой оказались доктора, медсестры и другие работники здравоохранения. Если одни круглосуточно дежурили в красных зонах, другие несли кратную нагрузку в связи с перенастройкой всей системы отрасли здравоохранения. Простой факт. Количество обращений в скорую медицинскую помощь в пике выросло в 5 раз. К сожалению, есть потери. Каждый уход из жизни – это для нас тяжелая утрата. При этом лишний повод для глубокого анализа состояния дел в той или иной сфере. Если говорить несколько цифр, то за прошлый год количество смертей увеличилось на 3484. 45% из которых больные подтвержденным диагнозом ковид или заболеваниями, связанными с ковид. Но настораживает и другой факт. Возросла смертность и от внешних причин, коллеги. Зачастую это следствие беспечного отношения. ДТП, падение с высоты, выпадение из окон, несчастные случаи дома. Вот только по этим случаям, по названным нелепым причинам, погибло более 1700 человек. Количество смертей от алкогольного отравления выросло на 80%. На основе этих данных Министерством здравоохранения Чувашской Республики разработан и согласован с Минздравом России комплексный план мероприятий, направленных на сокращение смертности от внешних причин. Но важно на основе анализа причин таких смертей оперативно вносить изменения, направленные на повышение межведомственного взаимодействия. Да, за время пандемии многих мы потеряли, но и вылечили достаточно много. Вот на сегодняшний день 17 711 человек выздоровели. На сегодняшний день
в зоне внимания врача остается около 5000 человек. И сотни, более сотни это точно, ежедневно вылечиваются и вступают в нормальную жизнедеятельность. Мы не устаем говорить слова благодарности людям в белых халатах. Давайте, уважаемые коллеги, сделаем это еще раз, поаплодировав. Спасибо. Беда сплотила нас. Помощь отрасли здравоохранения и тем, кто в ней нуждался, пришла от всего общества. Бесплатное питание для медиков, услуги такси, поддержка от различных организаций республики и волонтеров. Просто благодарность от пациентов и жителей. Слова поддержки. Это, конечно же, придает силы и терпения. Я благодарю каждого жителя Чувашии за помощь и понимание сложности текущей ситуации. Уважаемые коллеги, наша система здравоохранения ответила на вызов пандемии достойно. Но пандемия остро обозначила и существующие проблемы. Например, нехватку современного инфекционного стационара в столице Чувашии. Ветхость разрозненных строений и сооружений республиканской клинической больницы, возведенных в эксплуатацию в период с 60-х по 80-е годы прошлого века. Как следствие, невозможность обеспечивать современные стандарты медицинской помощи, но самое главное – оперативно реагировать на изменяющиеся вызовы. Да, благодаря национальному проекту здравоохранения мы строим и ремонтируем объекты здравоохранения. Так, в 2020 году введен в эксплуатацию новый инфекционный стационар городской детской больницы номер 2. Обновлено 10 поликлиник. Созданы 2 вертолетные площадки в Чебоксарах и в Алатырском районе. Вот последнее – это, конечно, настоящий прорыв, потому что мы можем теперь очень быстро доставлять больных из разных районов в высокотехнологичные медицинские центры. Президент Владимир Владимирович Путин поддержал наше стремление построить новый многофункциональный комплекс республиканской клинической больницы с инфекционным блоком. Задача Кабинета министров в кратчайшие сроки выполнить весь перечень необходимых согласований и подготовительных мероприятий и приступить к строительству этого важнейшего объекта не позднее конца 2021 начала 2022 года. Взаимодействие в данном вопросе с ведущими институтами развития, такими как Ростех и Внешэкономбанк, позволит ускорить процесс реализации этого важнейшего объекта для населения Чувашии и создать современный центр оказания высокотехнологичной медицинской помощи больным с патологиями сердечно-сосудистой системы и кровообращения, ну а также, конечно же, органов дыхания. Это главные направления проблем для нашей Чувашской республики в области здравоохранения и болеющих людей. Также в наших планах строительство нового корпуса республиканского клинического онкодиспансера, в котором разместится производственный комплекс и отделение реабилитации. Не менее важной задачей на текущий год является модернизация первичного звена здравоохранения, строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных подразделений, комплексный ремонт 36 объектов здравоохранения. Акцент на сельскую местность, где состояние инфраструктуры здравоохранения более ветхое, чем в крупных городах. В 2021 году современным компьютерным томографом будет оснащена Алатырская центральная районная больница, наиболее отдаленный район республики. Здесь будет сформирован полноценный межтерриториальный центр. В текущем году также необходимо разработать проектную документацию на строительство новых крупных поликлиник в Канашском и Маргаушском районах. Реализация названных мероприятий должна обеспечить доступность для жителей Чувашии как первичной, так и высокотехнологичной медицинской помощью. Поддержка людей, которые по различным причинам и обстоятельствам находятся в сложной жизненной ситуации, зона нашего особого внимания. Социальная политика – один из действенных инструментов реализации задачи народосбережения. В условиях пандемии, прежде всего, президентом страны были приняты решения о беспрецедентных мерах поддержки граждан и семей. И только в соответствии с этими решениями жители Чувашии получили поддержку в размере около 6 миллиардов рублей по линии пенсионного фонда. Принимались решения и на республиканском уровне по этому направлению. В итоге получилось не только сохранить действующие, но и реализовать новые инициативы и меры поддержки. Законом Чувашской республики закреплена норма о неснижении прожиточного минимума в республике.
Произведена индексация социальных выплат сразу за прошедшие 3 года на 9,4%. Увеличен размер республиканского материнского капитала. В 1,5 раза увеличилось число семей, получающих выплаты в связи с рождением первенца и ежемесячную денежную выплату в случае рождения 3-го ребенка и последующих детей. Впервые почти 16 тысяч детей была начислена выплата для подготовки к школе. Особое внимание многодетным семьям. Таких в республике более 15 тысяч. С 1 января 2021 года, то есть текущего года, ежемесячные пособия в семьях, имеющих 5 и более детей, будут предоставляться в увеличенном размере. Также введена льгота по уплате транспортного налога на одного из родителей. Поручаю обеспечивать ежегодную индексацию всех действующих мер поддержки, а также Министерству труда и социальной защиты совместно с заинтересованными органами государственной и муниципальной власти необходимо вести постоянный мониторинг влияния мер поддержки на социальное самочувствие людей и своевременно корректировать их, обеспечивая действенность мер поддержки так, чтобы получающие их люди и семьи достигали уровня обеспеченности в соответствии с посылами президента. В частности, в прошлом году мы, как пилотный регион, внедрили проект Минтруда России по социальному контракту. Практика показала действенность названного подхода и его перспективность. Заключено более 5000 контрактов, материальное положение улучшили более чем 19 тысяч человек. Практика социальных контрактов будет продолжена и в этом году, так как она распространяется на всю страну. Целевой индикатор к 2025 году мы должны снизить уровень бедности в республике до 14,3%. На сегодняшний день эта цифра составляет 17,4%. Здоровый образ жизни, уважаемые коллеги, это и забота о здоровье, и широкая профилактика от пагубных привычек. Развитие же массового спорта и физкультуры – основа для спорта высших достижений. Поэтому развитие инфраструктуры и поддержка перспективных направлений спорта, начатых в прошлом году, должны быть продолжены и дальше. В ушедшем году завершено строительство регионального центра по хоккею в Чебоксарах и 25-метрового бассейна Валикова. В Чебоксарах построен первый межшкольный стадион, функционирующий в режиме физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. В текущем году планируем построить 2 аналогичных факота в Батыревском и в Сивильском районах. Также в этом году начинается реконструкция стадиона «Волга» в столице Чувашской республики, город Чебоксары, которого мы ждали очень давно и добивались этого. Необходимо подготовить проектно-сметную документацию на новый 50-метровый бассейн для школы Олимпийского резерва, который мы вынуждены были закрыть в силу его аварийного состояния. Также на 2022 год в планах крытый футбольный манеж и крытый ледовый каток в Новом городе. Все названные объекты существенно расширят доступность инфраструктуры спорта и физкультуры для всех жителей Чувашии, заложат возможности для развития школьной спортивной лиги, которую мы проводим вместе с Ириной Родниной. В качестве примера успешной практики можно отметить решение о бесплатных занятиях спортом для людей, как сейчас принято называть, серебряного возраста. С августа пожилых любителей спорта стало больше на 20%. Это самый высокий темп роста среди всех возрастных групп. Также реализованы решения о поддержке в виде стипендий для спортсменов, добившихся высоких результатов и входящих в составы сборной страны. Поручаю пересмотреть меры стимулирования членов олимпийской сборной, ставших призерами или чемпионами Олимпийских игр, которые не пересматривались уже очень давно. Эмир Буран, Эмир Верень. Век живи, век учись. Знания во все времена являлись тем ресурсом, который позволяет быть и успешным, и мобильным, и действенным, адекватным изменениям в жизни. Система образования должна обеспечивать возможность развития каждого ребенка, повышать квалификации работникам, научно организовывать все направления нашей жизнедеятельности. Для этого важно обеспечивать модернизацию всей системы образования, как ее материальной, так и содержательной составляющей.
Задача – повышение доступности, качества и эффективности. Важная составляющая – воспитание и патриотизм подрастающего поколения. Раскрытие талантов каждого ребенка – одно из основополагающих направлений работы системы образования. Миссия действующего центра ЭдКер – поиск и раскрытие высокой познавательной потребности детей. В этом есть первые успехи. В международную сборную России по экономике впервые попала ученица 11 класса гимназии номер 5 Гущина Анна и стала бронзовым призером по итогам Олимпиады. Я благодарю педагогов, которые провели очень серьезную работу, а Анной, конечно же, мы все гордимся. В 2021 году в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, будет создан 61 центр «Точка роста» для изучения школьниками программ естественно-научной и технологической направленности. Важным результатом регионального проекта «Молодые профессионалы» станет создание в 2021 году Центра опережающей профессиональной подготовки в городе Новочебоксарске. Современные стандарты образования, несомненно, требуют и современных условий. В сфере дошкольного образования стоит задача в ближайшие 3 года обеспечить места в детских садах для всех малышей в возрасте до 3 лет. В прошлом году мы открыли 7 новых детских садов на 1380 мест. В текущем году планируем 9 на 1760 мест. В 2020 году введена в эксплуатацию самая большая школа в Приволжском федеральном округе. Это в Новом городе на 1600 ученических мест. Также школа на 165 мест в селе Байгулово Козловского района. В текущем году будут введены в эксплуатацию школы на 108 ученических мест в деревне Кашмаши Маргаушского района и пристрой на 120 мест к зданию Шигырданской школы номер 1 в Батыревском районе. На следующий год планируется завершить строительство школы на 1650 мест в микрорайоне Садовый. Но хотелось бы отметить то, что сделана очень большая подготовительная работа по началу строительства сразу 5 новых школ. И разрешите их назвать. Это в микрорайоне Университет, город Чебоксары на 1500 мест, в микрорайоне Лента, город Чебоксары на 1100 мест, в микрорайоне Радужный, город Чебоксары на 850 мест, поселок Кугеси Чебоксарского района на 825 мест и в городе Новочебоксарске на 1216 мест. Задача Кабинета министров обеспечить начало строительства названных школ уже в текущем году. И это возможно. Не менее важной считаю задачу капитального ремонта и модернизации существующих учреждений образования. На сегодняшний день 250 из них имеют износ более 50%. Ставлю задачу завершить капитальный ремонт всех этих объектов в ближайшие 5 лет. Программа обеспечения детей начальных классов бесплатным питанием, начатая в прошлом году, выявила ряд вопросов в целом к системе организации питания. И нами проделана очень большая работа по повышению качества питания в школах и обеспечению ее доступности для детей всех возрастов. Для этого были проведены и круглые столы, и мастер-классы, а самое главное, мы организовали кураторство ведущих школ Чебоксар над муниципалитетами. Поручаю продолжить эту системную работу по организации горячего питания в школах, и, конечно, чтобы каждый ребенок имел возможность питаться и вкусно, и доступно. В 2021 году мы входим с ясной программой по сохранению и развитию чувашского языка, родного языка. Ее цель – повысить престиж чувашского родного языка, создать необходимые условия для его активного использования в общественной жизни. Минобразованию необходимо разработать новый современный учебник по чувашскому языку и литературе, который должен поступить во все школы и библиотеки республики в кратчайшие сроки. 26 ноября прошлого года мы в первый раз торжественно отметили День чувашской вышивки. Перед Минкультурой и Минэкономразвития Республики стоит задача в 2021 году продолжить всестороннюю работу по популяризации чувашской вышивки как регионального бренда и воссозданию национальной школы вышивки. Может быть, даже не воссозданию, а развитию, потому что очевидно, что достаточно много вышивка в нашей жизни сегодня присутствует, и мы этим гордимся.
В рамках столетия Чувашской автономии мы провели масштабную работу по строительству и ремонту объектов культуры. Построили 3 новых сельских клуба, отремонтировали почти 270 учреждений культуры, отреставрировали 8 объектов культурного наследия. В 2021 году необходимо завершить и ввести в эксплуатацию Чувашскую государственную филармонию. С учетом мнений широкой общественности ставлю задачу приступить к реконструкции театра, в котором мы вот сейчас находимся. Это, конечно же, театр оперы и балета. Поручаем Министерству культуры Чувашии разработать стратегию развития Чувашского государственного театра оперы и балета до 2025 года. Сегодня мы активно ремонтируем, модернизируем учреждения культуры, строим новые сельские клубы. Однако в отремонтированных клубах бывает некому работать. Вызывает вопросы и график работы этих учреждений. Очень часто задают вопросы жители, когда, в том числе я лично, посещаю муниципальное образование. Поручаем Минкультуре Чувашии выработать единые стандарты и подходы деятельности учреждений культуры, в том числе в вопросах кадрового обеспечения. Перенастроить под названные потребности работу республиканских образовательных учреждений в сфере культуры, в первую очередь Чувашского государственного института культуры и искусств. Уважаемые коллеги, для обеспечения всего, что выше сказано, нужна сильная конкурентная экономика. В прошлом году в ходе обсуждения комплексной программы развития республики на 5 лет и разработки на ее основе стратегии социально-экономического развития республики до 2035 года мы детально изучили имеющиеся возможности, обсудили все возможные варианты перспективных направлений. Общим базовым условием является благоприятные условия для развития предпринимательской инициативы. Создание зон с особыми условиями экономической деятельности – одно из действенных направлений. В этом у нас есть положительная наработанная практика. Так, на территории опережающего социально-экономического развития Канаш сейчас 3 резидента. Создано более 120 новых рабочих мест. На территории индустриальных парков, в первую очередь в городе Чебоксары, работают 5 предприятий. В этом году там откроется еще 2 производства. Очевидно, что потенциал преференциальных зон намного больше. Поручаем Минэкономразвития Чувашии до конца первого полугодия подготовить заявку на расширение перечня разрешенных видов деятельности на территории ТАССР Канаш. Ожидаемый эффект от этого решения – это привлечение 14 новых резидентов, инвестиции в размере более 7 миллиардов рублей и более 1500 новых рабочих мест. Уважаемые коллеги, в рамках реализации индивидуальной программы развития планируется создать 3 государственных и 5 на основе государственно-частного партнерства технопарка. Но в планах было и создание еще одного ТОСР в городе Новочебоксарске. Вроде бы достигли максимальной согласованности действий с коллегами из федерального правительства. Но в силу уже принятых решений на мораторий создания новых ТОСР в Российской Федерации нам на сегодняшний день предложено создать на территории города Новочебоксарска особую экономическую зону, которая также относится к преференциальным зонам. Поручаем Министерству экономического развития Чувашской Республики в кратчайшие сроки подготовить и внести на рассмотрение правительства Российской Федерации пакет необходимых документов. И нам надо в кратчайшие сроки решить, либо мы все-таки добиваемся создания ТОСР на городе Новочебоксарска, либо идем по пути создания там особой экономической зоны. Нам предстоит решить и другие вопросы повышения инвестиционной привлекательности республики. В прошлом году мы расширили возможности использования механизма инвестиционного налогового вычета. Предусмотрели максимальные преференции при реализации специнвестконтрактов на территории Чувашской Республики. Ставлю задачу в этом году запустить механизмы поддержки инвестиционного процесса в рамках реализации закона содействия и защиты при капитальных вложениях. Значимость малого и среднего бизнеса для республики характеризует 2 цифры. Это треть занятого населения Чувашии в этом сегменте и более 30% налоговых отчислений в республиканский бюджет. Поддержка и создание условий для развития предпринимательской активности – основа для динамичного развития экономики Чувашии и ее диверсификации. В прошлом году произведена существенная докапитализация гарантийной и микрофинансовой организации на сумму более чем 1,2 миллиарда рублей. Финансовыми формами поддержки воспользовались
более 450 субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму более 1 миллиарда 800 миллионов рублей. По этому направлению ставится задача организовать работу по созданию условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса, благоприятных условий для предпринимательской деятельности, в том числе для самозанятых. Завершить работу по формированию единого института поддержки бизнеса под условным названием «Агентство инвестиционного развития». Этот процесс должен синхронизировать деятельность всех предприятий инфраструктуры поддержки институтов развития. И задача взять в работу каждую бизнес-идею, проанализировать ее перспективность, оказать необходимую поддержку на различных этапах ее реализации. Коллеги, ни в коем случае нельзя забывать, что основной массив инвестиционных площадок, предлагаю воспринимать их именно так, это более 2400 предприятий, которые составляют промышленный комплекс. Это более чем 240 миллиардов рублей отгруженной продукции и более 75 тысяч рабочих мест. В прошлом году из-за пандемии многие предприятия испытывали сложности. Как итог, год завершили с небольшим снижением индекса промышленного производства. Да, падение существенно меньше, чем среднероссийское, но, коллеги, это не повод для того, чтобы самоуспокаиваться. Тем более перед нами задача более динамичного прорывного роста. Вижу несколько направлений, способных переломить или способствовать такому прорывному росту. Одно из них – формирование кластеров, как эффективного инструмента повышения конкурентоспособности организаций в различных секторах экономики. Один пример нам всем хорошо известен. Это предприятие электротехнического кластера, которое играет первые роли в обеспечении продукции крупнейших инфраструктурных проектов как федерального, так и международного значения. По схожему сценарию могут быть сформированы кластеры производителей пищевого оборудования, легкой промышленности, тракторостроения, производителей дверей, переработки твердых коммунальных отходов, отдельных направлений сельхозпереработки и туризма. 22 января текущего года состоялся разговор на обозначенную тему на встрече с представителями предприятий производителей дверей и мебельных фасадов. Суммарный объем этих предприятий не менее 10% российского рынка. При этом сейчас они действуют разрозненно, каждый сам по себе. Объединение в кластер позволит сформировать предпосылки для более интенсивного роста, ну и, конечно же, конкуренции на рынке, и получить, самое главное, существенную поддержку федерального бюджета. Координировать работу предприятий в этом направлении мог бы Центр кластерного развития. Поручаю создать такой кластер на базе центра «Мой бизнес» в первом полугодии текущего года. Выпуск экспортоориентированной продукции и его продвижение на зарубежный рынок – один из приоритетов нашей ежедневной работы. Востребованность продукции на внешних рынках говорит, конечно же, о его конкурентных преимуществах. В частности, радует тот факт, что растет экспорт продукции сельского хозяйства. На треть предыдущему году это было в этом году зафиксировано. Сейчас это 36 миллионов долларов в эквиваленте, география 37 стран мира. Агропромышленный комплекс республики ежегодно наращивает объемы производства, опережая среднюю динамику по стране и Приволжскому федеральному округу. В прошлом году рост объемов производства в сельском хозяйстве составил 105%. Наша задача – повысить эффективность каждого гектара, обеспечить получение с него высоких урожаев и прибыли. Двигаться в этом направлении нас заставляют ограниченные земельные ресурсы. Отдельные организации, если с одного гектара получают 10-11 тысяч рублей, есть у нас примеры, когда выход составляет до 400 тысяч рублей. Очевидно, большой потенциал для дальнейшего роста. Одно из направлений для решения задачи наращивания объемов глубокой переработки. Мы на сегодняшний день или по итогам прошлого года в сыром виде вывозим треть молока и четверть мяса. Скупщики забирают овощи с полей по бросовым ценам.
При этом надо отметить, что в республике уже есть опыт и есть примеры выстроенных производственных цепочек от выращивания продукции до получения продуктов, уже готовых продуктов через глубокую переработку. С этого года мы ввели новую форму поддержки и пока заложили на его реализацию 120 миллионов рублей. Это субсидирование до 30% затрат на закупку оборудования для глубокой переработки сельхозпродукции. Но при этом надо отметить, что государственной поддержкой охвачены все сферы агропромышленного производства республики. Так, в прошлом году увеличен размер возмещения затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, запущен механизм возмещения части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию эмбриональных центров, мощностей для переработки зерна, комбикормовых предприятий, цехов и приобретения оборудования для них, небольших животноводческих комплексов молочного направления. В текущем году для поддержки мукомолов и хлебопеков стартует две новые федеральные формы поддержки. Всю нормативную базу мы подготовили. Но здесь хотелось бы отметить, уже в прошлом году, чувствуя напряженность на этом рынке, и для того, чтобы не допустить повышения цен на хлебобулочную продукцию, мы уже реализовали поддержку данной отрасли. Необходимо делать ставку на уникальные виды продукции. Мы основной регион-производитель российского хмеля. Есть научная база, коллекция сортов. Частично решены задачи по производству отечественной техники для хмелеводства. Сформированы меры господдержки этой отрасли. Считаю необходимым до конца года определить районы, которые готовы сделать хмелеводство приоритетным направлением развития сельхозпроизводства. Еще одна задача – восстановление позиции картофелеводческого региона. Строительства хранились, перерабатывающих цехов открывают новые возможности для развития этой культуры. Сформированы условия, которые позволяют укрепить пошатнувшиеся позиции республики как картофеловодческого региона. Поручаю разработать предметную дорожную карту по реализации указанного направления и включить ее в комплексный план нашей деятельности. Уважаемые коллеги, как известно, кадры решают все. Во все времена, на всех территориях человек является ключевым звеном успеха. Люди способны выполнять ту или иную работу качественно, лучше всех, залог обеспечения достижения намеченных целей. Очевидно, вопрос обеспечения квалифицированными кадрами в социальной сфере экономики – вопрос не только межведомственный, но и совместной работы бизнеса, государства и науки. Сквозного проникновения стандартов от дошкольного до высшего образования. Не только подготовки, но и переподготовки кадров, чтобы эта система очень четко и адекватно отвечала на вызовы изменений. В прошлом году на своем пике сложностей зарегистрировано, то есть количество безработных у нас по отношению к началу года увеличилось в 7 раз. Наша задача в текущем году – восстановить численных работающих в экономике и обеспечить людей местами работы. Решить кадровый вопрос можно, используя целевой региональный заказ, на мой взгляд. Сегодня при ежегодном выпуске не менее 14 тысяч студентов вузов из СУЗов республики мы имеем кадровый дефицит и в образовании, и в медицине, и в производстве, и в сельском хозяйстве, и в культуре, и в государственном управлении. Возникает вопрос, уважаемые друзья, кого и для чего мы готовим? Считаю очень важным проработать этот вопрос и поручаю сформировать прогнозный план потребностей в профессиональных кадрах Чувашии до 2025 года, и с перспективой до 2030 года. Актуализировать учебные программы профессиональных учебных организаций в соответствии с этим планом. Провести работу по созданию профильных классов в школах республики по направлениям, которые мы предполагаем, что будут перспективные на рынке труда. Сформировать план приема на целевое обучение по востребованным специальностям в экономике и социальной сфере. Считаю, что к середине года мы должны получить четкий и понятный документ, реализация которого позволит взять под контроль ситуацию с профессиональной подготовкой кадров и своевременно реагировать на изменяющиеся тренды в вопросах кадрового обеспечения предприятий и организаций республики и всех сфер нашей жизнедеятельности. Другая сквозная тема
для работы – это цифровизация всех процессов нашей жизнедеятельности. Перед нами в целом стоит задача цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы. Напомню, такую задачу в виде национальной цели развития до 2030 года сформулировал президент России Владимир Владимирович Путин. Исходя из этого, необходимо разработать стратегию цифровой трансформации Чувашской Республики как минимум на ближайшие 3 года, на 2021 и 2023 годы. Органам исполнительной власти обеспечить постоянную работу по координации цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления. Приоритет на ближайшие 3 года – реформа предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг. Прежде всего, их перевод в электронный вид. Задача – обеспечить возможность получения услуг во всех филиалах многофункциональных центров вне зависимости от места и расположения и прописки обратившегося. Для этого мы в этом году в прошлом году начали, в этом году уже реализуем централизацию всех многофункциональных центров. И, очевидно, уже к середине года такая возможность должна появиться. Органам исполнительной власти и местного самоуправления необходимо сократить количество предоставляемых гражданами документов до минимального. Перевод на эту систему будет проходить постепенно. Это не менее чем 2 государственных муниципальных услуг ежегодно. Поручаю перевести к 2022 году не менее 25% государственных и муниципальных услуг в дистанционный формат. В текущем году в полном объеме должна быть внедрена технология автоматического информирования граждан о возникающих правах на меры социальной защиты при возникновении тех или иных жизненных ситуаций. В ключе цифровизации необходимо выстраивать систему безопасности. Очевидно, что цифровизация, нам предоставляя возможности, несет и риски. Серьезно усиленный комплекс аппаратно-программных программ для этого средств системы «Безопасный город» в столице Чувашии. Наша задача – повысить безопасность во всех уголках республики. Региону необходимо создавать собственную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру и вырабатывать единый подход работы с данными. Без этого невозможно эффективно выполнять государственные функции. Поручаю выработать единый подход к созданию и развитию инфраструктуры электронного правительства, информационной безопасности и управлению данными в республике. Развивая названные выше сервисы, конечно, нам надо всегда помнить и о том, что их доступность зависит от наличия широкополосного скоростного интернета. К сожалению, пока еще есть множество населенных пунктов Чувашской Республики без качественного интернета и сотовой связи. Необходимо четко сказать людям, когда к ним придет интернет, сотовая связь и, как следствие, когда будут доступны названные выше сервисы. Нам надо в течение ближайших 2 лет решить эту задачу и обеспечить интернетом и сотовой связи всех жителей Чувашской Республики, независимо, где они проживают. Уважаемые коллеги, по поручению президента страны Владимира Владимировича Путина, не только в Чувашии, по всей стране начали работать Центр управления регионов. Там собираются проблемы. Так вот, одна из проблем, которые поднимают жители Чувашии в этой системе, это ожидаемо транспортная инфраструктура. В этом году ключевым направлением ее развития станут решение проблем в сфере гражданских перевозок, повышение качества и безопасности дорог, а также развитие межрегиональных перевозок. Нам необходимо обеспечить участие республики в федеральном проекте модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях, который стартует в текущем году. Завершить формирование маршрутной сети общественного транспорта в межмуниципальном сообщении с учетом мнений жителей районов республики. Закрыть проблему общественных перевозок между Чебоксарами и Новочебоксарском. Вопрос, как говорится в народе, с бородой. И подойти к его решению необходимо с точки зрения современных возможностей. То есть это помимо необходимого количества транспорта, который должен обеспечивать необходимый стандарт и интервал, но и обеспечить систему оплаты, когда человек, единожды оплатив, сможет доехать от пункта А до пункта Б, независимо от количества пересадок.
Будет продолжена работа по приведению автомобильных дорог в нормативное состояние. В Чебоксарах начнется реконструкция улицы Гражданской, одной из самых болевых дорожных точек столицы республики. Ставится задача в текущем году завершить проектирование третьего транспортного полукольца. Вы знаете, это направление тоже пока на сегодняшний день поддержано президентом, и у нас есть возможность его реализовать в ближайшие перспективы. Важное направление – ликвидация грунтовых разрывов на региональной сети автодорог. Очень часто эту тему поднимают жители, особенно границ муниципальных образований. Поручаю это сделать в ближайшие 3 года. В нынешнем году мы завершим соответствующую работу между Мариинско-Посадским и Козловским районами. В следующем у нас в планах разрыв между Аликовским и Красночитайским районами. Как и уже было сказано, в обозначенный срок мы должны эту работу организовать. И это, конечно же, позволит не только обеспечить коммуникации людей между этими муниципальными образованиями, но самое главное решить и другую задачу. Ввиду того, что у нас развивается трехуровневая система оказания медицинской помощи, создаются межтерриториальные учреждения здравоохранения, и, очевидно, наличие дорог обеспечивает их доступность и своевременную доставку больных в случае в различных жизненных ситуациях. Другой, уже набивший оскомину объект, это строительство автодороги в обход города Ядрина. До приостановления строительства по этому объекту объем выполненных работ или бюджетных вложений в этот объект составляло 700 миллионов рублей. При этом наличие этого объекта позволит разгрузить транспортный трафик через город Ядрин, а самое главное – повысить безопасность дорожного движения. Необходимо в этом году нам завершить корректировку проекта и провести необходимую работу с Министерством транспорта России на выделение средств из федерального бюджета. Такие возможности тоже у нас есть, и предварительная работа, коллеги, уже проведена. Поэтому Министерству транспорта поручаю работать в этом направлении более наступательно. Также в задачах на этот год расширение географии региональных авиаперевозок, начало реконструкции аэропорта, обновление троллейбусного парка и развитие речного водного транспорта. Уважаемые коллеги, одно из приоритетных направлений на текущий год в области экологии – завершение работы над территориальной схемой обращения с отходами. Скорее всего, это корректировка, а не завершение, потому что, очевидно, она на сегодняшний день действует. Ее необходимо проработать с учетом обновленной логистики мусороперевозок, требований природоохранного законодательства, переполненности действующих свалок. В прошлом году мы завершили работы по рекультивации свалок твердых бытово-коммунальных отходов в селах Яльчики и Аликово. Задача в текущем году – рекультивировать свалку твердых коммунальных отходов в городе Канаше. Закрыть свалки Цивильского и Красноармейского районов. И, соответственно, необходимо разработать проектную сметную документацию для последующей их рекультивации. При этом, коллеги, прежде всего обращаюсь к главам администрации и к Министерству природных ресурсов, нельзя допускать возникновения новых несанкционированных свалок. Для этой цели важно Министерство природных ресурсов и лесного хозяйства взаимодействовать не только с органами муниципальной власти, но и с общественными объединениями и отдельными активистами в области экологии. Приоритетной задачей является активная работа по обеспечению раздельного сбора мусора и увеличению доли переработки твердых коммунальных отходов, организации замкнутого цикла переработки и утилизации отходов. Коллеги, как известно, стратегической задачей является увеличение объема жилищного строительства. В качестве национальной цели развития России до 2030 года Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача обеспечить объемы жилищного строительства в целом по России на уровне не менее 0,83 квадратных метра на одного жителя в год. В прошлом году Чувашия завершила год с показателем 0,48 квадратных метра на одного жителя. Но при этом, все мы знаем, у нас есть все возможности и все необходимые ресурсы, чтобы выполнить задачу, поставленную президентом. От объема жилищного строительства ведь напрямую зависит и качество жизни населения. Но кроме того, мы это даже четко понимать, строительство – это один из мощнейших драйверов развития экономики. Сегодня на одного жителя в Чувашии
приходится 28 квадратных метров, то есть это обеспеченность. Это достаточно хороший показатель, если сравнивать с другими регионами. Но это не должно нас успокаивать. И выполняя задачу, мы с вами должны довести этот показатель не менее чем 31 квадратный метр к 2030 году. Ну и, конечно же, объемы вводимого жилья не менее чем 1 квадратный метр на человека. Для этого Кабинету министров Чувашской Республики совместно с главами районов и городов необходимо принять дополнительные меры по формированию площадок для комплексной застройки, строительству инженерной и транспортной инфраструктур на участках, которые мы подготовили с вами для комплексной застройки. Необходимо обеспечить условия для последовательного наращивания объемов жилищного строительства и достижения целевых показателей, заложенных в комплексной программе социально-экономического развития Чувашии до 2025 года. Другим важным вопросом в этой сфере является переселение из ветхого аварийного жилья. На сегодня у нас в плане 561 житель из 23 аварийных домов к 2025 году. Это утверждено в программе, исходя из того, что эти дома были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Но при этом остаются еще 264 дома, которые не вошли в программу. И в них проживает около 4000 человек. Поэтому мы должны сделать все, чтобы ускориться. Сейчас правительство Российской Федерации призывает к этому, для того, чтобы досрочно завершить программу, которая у нас утверждена, и сделать все, чтобы максимальное количество домов, которые сегодня признаны аварийными, вошли как минимум в действующую программу. Ну и, конечно же, искать все другие варианты реализации этой задачи. К сожалению, в прошлом году не были освоены сполна средства, которые мы планировали для обеспечения жильем детей-сирот и других категорий населения. Много причин, в том числе объективных. Мы провели работу над ошибками, выработали четкие меры, и на сегодняшний день у нас есть все возможности больше не допускать таких фактов, и поэтому поручаем Министерству строительства, архитектуры и жилищного хозяйства совместно с администрациями очень последовательно и наступательно работать по этому направлению. В актуальной повестке обеспечение жителей республики качественной питьевой водой. В прошлом году мы отремонтировали 189 источников водоснабжения. 22 тысячи жителей республики получили надежную систему подачи чистой воды. В текущем году наша задача завершить работу над проектно-сметной документацией по водоводу Южного Куста, ну и, конечно же, приступить к ее реализации. Соответствующая поддержка также со стороны президента Российской Федерации получена. В 2020 году у нас заработал механизм сельской льготной ипотеки. Ставки, согласно нашим решениям, составили от 0,1% до 3% годовых. Программу поддержали жители Чувашии, в том числе молодежь, и свои жилищные условия улучшили более чем 750 семей. Выдали более чем 1 миллиард кредитных ресурсов. Но появилась другая проблема – нехватка жилья в сельской местности. Поэтому поручаю администрации муниципальных образований провести анализ тех земель, которые на сегодняшний день выделены для строительства, в том числе для многодетных семей. И выработать очень четкие планы по реализации жилищного строительства в сельской местности. Развитие территорий, как сельских, так и городских, одна из приоритетных задач развития региона. В прошлом году реализовали свыше 3000 проектов в сельской местности. И во многих из них непосредственное участие принимали сами жители. Это прежде всего стало возможным благодаря инициативному бюджетированию. Но кроме того, мы приняли решение о направлении 300 миллионов в рамках столетия Чувашской Республики, и каждый населенный пункт получил соответствующие средства для реализации общественно значимых проектов. И далее все проекты инициативного бюджетирования будут поддерживаться безусловно, потому что очевидно, если люди
как это принято говорить, голосует рублем, вкладывает свои деньги в то или иное направление реализации таких проектов, государство обязано участвовать и поддержать такие проекты. Для сельских территорий мы планируем разработать единый стандарт развития инфраструктуры и комплексного благоустройства. И эту работу поручаю завершить до 1 июля текущего года. Обращаю внимание, каждый муниципалитет республики при этом может и должен представлять интерес для инвесторов. И для этого важно завершить работу по формированию инвестиционных паспортов районов. И ставится задача завершить эту работу в первом полугодии, и чтобы у нас с вами был актуальный инвестиционный портал, когда в режиме онлайн, дистанционно любой инвестор мог бы увидеть все потенциальные возможности любого муниципального образования и те территории, где можно развивать тот или иной бизнес-проект. Развитию комфортной среды муниципальных образований должно способствовать и развитие въездного туризма. Работа над формированием привлекательного для гостей республики облика сегодня идет в городах Ядрин, Мариинский Посад, Козловка, Алатырь. Реализуются масштабные проекты по развитию туристической инфраструктуры в городе Чебоксары. Туризм может составить значительную часть собственных доходов муниципалитетов, потому что, очевидно, за собой тянет развитие смежных отраслей. Ставлю задачу разработать республиканский туристический бренд, коллеги, который позволил бы продвигать новые программы, маршруты и республиканские события как в России, так и за рубежом. Ориентиром для остальных муниципалитетов, конечно же, должен стать Чебоксарская агломерация. Здесь уже мы с вами реализовали достаточно большое количество объектов и наработали очень интересный опыт, который на сегодняшний день реализован с использованием передовых практик как российского, так и международного опыта. В 2021 году каждому муниципалитету необходимо подать, коллеги, заявку. Для этого представить готовый проект с проектной документацией и государственной экспертизой для участия в программе комплексного развития сельских территорий. К сожалению, мы эту работу очень серьезно проваливали, и сейчас у нас есть все возможности и время для того, чтобы его решить. Известно, что у сельских поселений зачастую нет собственных средств для осуществления переданных им полномочий. В прошлом году мы начали эту проблему решать и увеличили межбюджетные трансферты более чем на 9%. Но столкнулись с другой проблемой. Неэффективное функционирование контрольно-счетных органов муниципалитетов. К сожалению, данная проблема имеет место быть, и мы не можем оценить эффективность трат по муниципальным программам и тех средств, которые мы доводим до муниципалитетов. Поэтому поручаем Министерству финансов совместно с контрольно-счетной палатой выработать механизм повышения эффективности контрольно-счетных органов муниципальных образований, в том числе за счет централизации данных функций. Необходимо повысить эффективность управления и распоряжения государственным имуществом. Поручаю провести анализ на предмет выявления используемого или неэффективного используемого имущества. Предлагаем внедрить единую информационную систему учета и управления земельно-имущественным комплексом государственного и муниципального имущества. Завершить эту работу планируется до конца текущего года. Уважаемые коллеги, выше были обозначены ключевые задачи правительства республики на текущий год и предстоящий период. Их решение, эффективная реализация невозможна без активного общественного контроля со стороны жителей республики. В 2020 году были существенно переформатированы общественные советы. Формировать их стали на конкурсной основе. Это стало возможно в силу изменений в законе об Общественной палате Чувашской республики. Согласно им, Общественная палата не только формирует на конкурсной основе состав общественных советов, органов исполнительной власти и муниципальной власти, но и координирует их деятельность. На площадках, организованных Общественной палатой, родились инициативы по темам социальной поддержки населения, многодетных семей, здравоохранения, развития малого и среднего бизнеса, организаций некоммерческого сектора. Должна усилиться и роль палаты в обеспечении общественного контроля за реализацией уже принятых решений. Растет роль некоммерческих организаций в решении вопросов, которые ставят жители республики.
Сегодня НКО Чувашии закрывают возникающие потребности в сфере социальной поддержки незащищенных категорий граждан в развитии спорта, культуры, образования и других направлений нашей жизнедеятельности. Такую работу мы безусловно, будем и дальше поддерживать. Считаю необходимым создать единый центр поддержки, сопровождения и продвижения социальных инициатив. Появиться должен этот центр уже в этом году. Уважаемые коллеги, 19 сентября текущего года и в республике, и в стране пройдут выборы. Мы с вами будем избирать депутатов Государственной Думы Российской Федерации и депутатов Государственного Совета Чувашской Республики. Наша общая задача – обеспечить прозрачность и демократичность избирательного процесса. Выборы должны проходить в условиях информационной открытости и гласности, ну и, конечно же, конкурентности, с обеспечением всех необходимых процедур. Необходимо изыскать возможности для максимального покрытия избиркомов системой видеонаблюдения в день голосования и обеспечения онлайн-трансляции процедуры голосования и подсчета голосов. Должен быть запущен единый информационный центр, показавший свою эффективность в рамках избирательной кампании прошлого года. Считаю целесообразным использовать накопленный в республике опыт по организации общественного наблюдения за ходом голосования, который работал в прошлом году, штаб общественного наблюдения, по инициативе Общественной палаты Чувашской Республики. И я думаю, его работа и в текущем году может внести очень существенный вклад в обеспечение всех необходимых процедур по открытости, конкурентности и чистоты выборного процесса. Уважаемые коллеги, 2021 год в республике объявлен годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Необходимо провести на высоком уровне весь спектр запланированных мероприятий. В прошлом году был принят региональный закон о детях войны. Более 70 тысяч жителей республики, переживших все тяготы военных лет, приобрели право на дополнительные льготы нефинансового характера. Принимая закон, мы договорились, что меры поддержки этой категории граждан будут дополняться по мере появления возможностей. Поручаю правительству завершить те наработки, которые на сегодняшний день имеются, и реализовать механизм компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг для жителей, имеющих статус детей войны, и обеспечить этот процесс нормативного регулирования этого процесса и финансового обеспечения данной меры уже при первом уточнении бюджета Чувашской Республики. Военно-историческое общество по заданию Министерства культуры Российской Федерации ведет работы по созданию мемориала памяти строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Козловском районе. И здесь, с вашего разрешения, уважаемые коллеги, еще раз хочу сказать огромное спасибо жителям села Байгулово. А это семья Прохоровых, Александр и Людмила, Плотникова Ольга, Пантелеев Николай, Кудряшов Александр, которые безвозмездно передали землю под строительство памятного комплекса. Этот мемориал станет первым монументальным памятником жителям страны, трудившимся в тылу во время Великой Отечественной войны. Но на этом мы не должны успокаиваться. Наша задача сделать все, чтобы в учебники истории вошла эта страница трудового величия и подвига чувашского и советского народа. Хизепли индишсем. Пережин шабыжи хиринже неменде даваймость. Перлеклежешь вы. Бинде дохажер хирихперым шулда перин азатизембе азанезем, азатизембе храмзем перлевый хурза каламажук теленмели пызыкиштуна. Пангигун ибир мын азатизен выйгаватне тада паттерлахне тебе хурза перле кардырза пызык шидюзем дума пулдарабар. Уважаемые коллеги, задачи, озвученные в послании, затрагивают все основные направления развития республики. Они конкретные, их выполнение принесет понятные, ощутимые результаты, позволит решить или приблизит к решению самые острые вопросы, которые придумали не мы, сидя в кабинетах, а эти проблемы перед нами поставили в своих обращениях и приложениях жители Чувашии. Они масштабны. Их выполнение, качество и содержание зависит от вовлеченности в процесс их реализации каждого жителя Чувашской Республики. От того, насколько с самоотдачей и искренне каждый на своем месте будет выполнять свою часть работы. И не важно, что это за работа, важен результат, потому что этот результат ляжет в общую копилку.
Один в поле не воин. В 1941 году наши бабушки и дедушки, женщины и подростки самоотверженно трудились и сделали, как нам кажется, невозможное. В нынешних условиях, опираясь на дух наших предков, восхищаясь их подвигом, понимая важность каждого на своем месте, мы способны сделать намного больше, чем нам кажется порою. Уважаемые коллеги, спасибо. Для закрытия торжественного собрания на сцену приглашается председатель Государственного совета Чувашской Республики Альбина Егоровна Егорова. Уважаемый Олег Алексеевич, благодарю вас за обстоятельное программное выступление. Государственный совет Чувашской Республики уделит особое внимание своей работе законодательному обеспечению реализации положений вашего послания. Уверена, что выполнение поставленных задач в послании станет приоритетом для республиканских и муниципальных органов власти. Будет являться ориентиром для бизнеса и институтов гражданского общества. Только сообща, объединением всех сил мы сможем достичь заявленных целей, можем обеспечить динамичное развитие нашей Чувашской Республики во благо благосостояния ее многонационального народа. Уважаемые депутаты, приглашенные, торжественное собрание объявляется закрытым. Уважаемые
Паян Чувашин пушлихи Олег Николаев пәрәмішхот патшалық канашне шыруба дұхры. Иртні жула бәдімлетне май, сывлық сықлавды